Урок номер 18. Пословица «Мудрость народа». Вы вспомните, что такое пословица. Научитесь читать и понимать текст. Создавать высказывания по данному началу. Использовать в речи слова, которые обозначают числа. Упражнение 1. Прочитайте казахские пословицы. Сравните их с русским вариантом. Обсудите с одноклассниками, как вы их понимаете. Напишите одну из пословиц в тетради. Мына мақал-мәтелдерді оқы, орыс тіліндегі мақал-мәтелдермен салыстыр, мағынасын түсіндір және біреуін дәптеріңе жаз. Білім байлықтан да күшті. Знание лучше богатства. Кітап алтын қазына. Книга клад золотой. Тұз астың дәмін келтірсе, мақал сөздің мәнін келтіреді. Соль пищу приправляет, а пословица речь украшает. Упражнение 2. Прочитайте текст, придумайте заголовок. Расскажите, что такое пословица. Мәтінді оқы, мәтінге атау қой, мақал-мәтел не екенін айтып бер. Пословица – это краткое мудрое выражение, которое содержит совет. Казахская речь богата пословицами. Они учат, как надо жить, как относиться к людям и природе, к животным, к труду, как уважать старших, как любить свою родину, близких и друзей. Автор пословиц – народ. Они передавались устно от одного поколения к другому. Қазақшаға аударамыз. Мақал-мәтел бұл кеңес беретін қысқа дана сөз. Қазақ тілі мақал-мәтелдерге бай. Олар қалай өмір сүру керектігін, адамдарға, табиғатқа, жануарларға, еңбекке қалай қарау керектігін, үлкендерді қалай сыйлау керектігін, өз отаныңды, жақындарыңды және достарыңды қалай сүю керектігін үйретеді. Мақал-мәтелдердің авторы халық. Олар ұрпақтан ұрпаққа ауызша беріліп отырған. Чему учат пословицы? Мақал-мәтелдер нені үйретеді? Найдите ответ в тексте и прочитайте. Мәтіннен жауап тауып алып оқып бер дейді. Кто создавал пословицы? Мақал-мәтелдерді кім жазған? Пословицы учат, как надо жить, как относиться к природе и к людям, к животным, к труду, как любить родину. Пословицы создал народ. Упражнение 3. Соберите пословицы, объясните, как вы их понимаете. Недорого ничто, дорога вежливость. Если не уважаешь родителей, то и тебя никто уважать не будет. Упражнение 4. О ком или о чем говорится в пословицах? Составьте схему, опираясь на текст задания номер 2. Напишите в тетради. И обратите внимание, никто и ничто – это отрицательные местоимения. Пословицы о чем, о ком. О чем? О дружбе. О ком? О людях. О чем? О природе. О ком? О животных. О чем? О труде. О ком? О друзьях, о народе. Упражнение 5. Вспомните казахские и русские пословицы, в которых встречаются числа. Вместо точек вставьте подходящее по смыслу слово «число». Выберите одну пословицу и объясните, как вы ее понимаете. Четыре өлшеп, бір рет кес. 7 раз отметь, 1 раз отрежь. Бір тал кессең, 10 тал ек. Одно дерево срубишь, 10 посади. Упражнение 6. Напишите в тетради правильно и красиво. Пословица «Всем делам помощница». Мына мақал-мәтелді дәптеріңе әдемілеп көшіріп жаз. Упражнение 7. Придумайте продолжение рассказа по данному началу. Мәтіннің басы берілген, жалғасын өздерің ойлап жазыңдар дейді, ойдан шығарып. Глаза боятся, а руки делают. Моя старшая сестра умеет красиво вышивать. Я тоже хотела бы так научиться, но боюсь. Вдруг у меня не получится. Я только смотрю. Но однажды...
Көз қорқақ, қол батыр. Менің үлкен әпкем әдемі кесте тіге біледі. Мен де солай үйренгім келеді, бірақ қорқамын. Кенет қолымнан келмей қалса ше, мен тек қарап отырамын. Тебе надо придумать продолжение. Однажды сестра заметила, как внимательно я наблюдаю за ней. Она улыбнулась, отложила свою работу и сказала: «Не бойся, Мадина. Помнишь, как говорят, глаза боятся, а руки делают? Ты никогда не узнаешь, получится или нет, пока не попробуешь. Давай я покажу тебе, как держать иголку и делать самый простой стежок. Это очень легко». Она протянула мне пяльцы с натянутой тканью и яркие нитки. Я немного дрожащей рукой взяла иглу и, следуя ее инструкциям, сделала свой первый неуклюжий стежок. Это было не идеально, но я почувствовала такую радость. С тех пор я перестала бояться и каждый день прошу сестру научить меня чему-то новому.